Казахстане растет число предпринимателей. На 1 декабря в стране зарегистрировано почти 2 миллиона 200 тысяч объектов малого и среднего бизнеса. Примерно на 130 тысяч больше, чем годом назад. Вклад МСБ в экономику страны достиг почти 40%. На увеличение количества предпринимателей, в том числе в обрабатывающем секторе, повлияли и меры господдержки. Подробности в следующем материале. Вот наше тесто готово. Сейчас машина откроется. Вот видите, какое оно красивое, эластичное у нас. Из этого теста через пару часов выпекут популярный хлеб здоровья. А после Инна Царицынская замесит еще на булочки, печенье и кексы. На хлебозаводе она со дня основания начинала формовщицей. Работа, конечно, очень ответственная, потому что практически от меня зависит весь процесс. Если я правильно замешаю тесто, то, естественно, и хлеб будет хороший. Здесь очень легко работать в плане того, что здесь все автоматизированное. Мука подается автоматически. Мы только собираем сырье. Остальное машины вот очень мощные замешивают. Автоматически подается очищенная вода и другие ингредиенты. Человеческий труд минимизирован. Хлебозавод запустили в начале года. И сейчас здесь выпекают до 15 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Строительство и закуп новейшего оборудования профинансировал Фонд развития промышленности. Нам выделили 1,8 миллиардов тенге Фонд развития промышленности Астаны. Под 9% годовых и 2 года каникулы. Нам были выделены средства на строительство данного хлебзавода и также на приобретение оборудования. Оборудование было закуплено с Италии, с Болгарии и России. Мы обеспечиваем школы, мы обеспечиваем столовые. И плюс магазин в данный момент загружен на 50%. Хотим выйти на полную производственную мощность, это у нас 25 тонн в сутки. В планах также расширить штат. Пока на предприятии работают 60 человек. Кроме хлебопекарни, профинансировано строительство молочного завода и овощехранилища. Всего Фондом развития промышленности в этом году поддержано 293 проекта на 800 миллиардов тенге. Открыты 13 новых предприятий. Наш портфель на сегодняшний день составляет 2,6 триллиона тенге. Это порядка 2500 поддержанных проектов. При этом доля проблемного портфеля у нас составляет 0,5%. Уверенно сказать, что все проекты, профинансированные фондом, они успешно реализовались. У фонда два инструмента поддержки. Это финансовый лизинг, основной инструмент. Второй – это предоставление займов на оборотные средства, то есть на закуп сырья и на строительно-монтажные работы. Помимо Фонда развития промышленности в стране действуют и другие институты, направленные на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Все они входят в состав холдинга «Байтерек». За последние 3 года выделено порядка 500 миллиардов тенге. Общий объем кредитования достиг 700 миллиардов. Поддержка отечественных производителей будет продолжена. Об этом сегодня в правительстве сообщил заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин. С нового года запустят программу «Скер Аймак». Программа направлена на масштабное развитие малого предпринимательства, прежде всего в сельских населенных пунктах и малых городах. Программа ориентирована на технологически простые, быстро реализуемые проекты, обеспечивающие оперативный социально-экономический эффект. В приоритете программы переработка сельскохозяйственного сырья, шкур, мини-пекарни, молочные и мясные полуфабрикаты, пищевое производство, деревообработка, мебельные цеха и производство строительных материалов, ремесленные и иные направления, формирующие локальные цепочки добавленной стоимости, устойчивую производственную базу и долгосрочный экономический эффект. В рамках программы в регионы направят 400 миллиардов тенге. Предпринимателям предложат льготные кредиты до 200 миллионов, поставки около 9%. При нехватке залога обеспечат госгарантии до 85% от суммы займа. Кроме того, бизнес получит доступ к помещениям, земельным участкам и инженерной инфраструктуре. Гульнара Хасан, Руслан Алиев, Урген Жаркан, 24 КЗ, Астана.